Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои хорошие. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, никогда не устану вас благодарить и буду делать это постоянно. Вы, мои милые, помогаете мне, поддерживаете меня, даете мне столько много позитивной энергии, столько много добра, столько много помощи. Дай вам Бог в 1000, в миллион раз больше. Земной вам всем поклон и всех вас обнимаю и целую. Мои милые, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чему обрадуется ваше сердце? Посмотрим. Так мало радости в жизни. Хотелось бы намного больше. Так, чтобы весь мир радовался. Да, девочки? Посмотрим, что к вам идет. Какая радость идет в ваше сердечко. Если тема вам интересна, посмотрите на песочек. Загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, чему обрадуется мое сердце. Я специально не буду временные рамки задавать. Если вы хотите, загадайте себе на время. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем услышать и узнать. Так. Ну что, мои хорошие, готовы к радости в вашей жизни? Знаете, здесь девушка зашла на мою отсыпку. Такая грустная, такая печальная. Жизнь у нее темная, беспробудная, как страшный сон. Она вот бегает по кругу и выбраться не может. Тяжело, прям душу сковала, сердце сковала, моя хорошая, да? Тут и плакать хочется, и рыдать, и головой в стенку биться. Знаете, хотела отсыпку на радость, и тут вижу такую ситуацию. Да, прям грустно, аж слезы наворачиваются. Ну что, моя милая, недолго вам осталось так страдать и мучиться. Вот эти все ваши вот эти вот капканы, все эти ловушки, вам их поставили. Вам их поставили, причем поставила вам очень, скажем так, для вас близкий человек, родной, я бы даже сказала, либо какая-то родственница близкая, вот которой вы больше всего доверяете, либо подруженька какая-то, да, постаралась. Я не вижу, не могу дать вам описание этой женщины. Вот она у меня вышла злая, с хвостом и с открытыми, знаете, как коршун, понимаете, вот такими вот руками. Она вот прям, ну вот как, знаете, под себя гребет, под себя. Это она постаралась, это она делает, моя милая. Вы, может быть, на кого-то думаете. Не, вы именно на ту, кто делает, вы вообще никогда даже не подумаете. Но вам осталось терпеть недолго и ждать недолго. С этой женщиной что-то произойдет, что-то с ней произойдет. Она где-то пострадает, причем пострадает от своей же вот этой вот, не знаю, то ли алчности, то ли жадности, то ли агрессии. Тут на нее, видите, как лиса идет. Где-то ее прищемят, придавят, да, как-то вот с ней поступят так, как она поступала с другими людьми. Как только эта женщина потеряет, скажем так, устойчивость, да, может быть, там по здоровью проблемы начнутся, может быть, там по жизни, да, вот она отвлечется от вас и от вот тех действий, которые она на вас совершала. Вам легче станет, вы начнете хотя бы дышать свободно. И в этот момент в вашу жизнь ворвется тот, кто должен был прийти. Здесь идет человечек, мне вот знаете, как идет, что это какой-то вот совершенно новый мужчина. Мужчина с очень большой головой. Вот он здесь, вот видите его, вот. Вот эта женщина, которая все это создавала вам, моя хорошая. А вот мужчина с большой головой. И мужчина прольет свет, мужчина прольет воду. Вода очистит все. Вода подарит вам возможность идти в новую жизнь. Этот мужчина, он очень-очень умный. Либо занят какой-то деятельностью, там, где требуются именно умственные способности, там, аналитика. Может быть, это какой-то
Вот может он законы пишет, а может быть он программы пишет, может быть он в принципе какой-то вот, не знаю, там известный финансист, может быть, да, вот голова большая, много знаний в голове. Может быть, это какой-то там супер титулованный там академик наук, не знаю, как правильно сказать. То есть человек с большой головой, с большими знаниями. Вот такой человек идет в вашу жизнь. Вот он вас заберет с собой, девочки, заберет куда-то, где будет хорошо, где не будет этой женщины, где она не сможет до вас дотянуться. И вот эти проблемы ваши уйдут. Здесь женщина, знаете, как отыграется? Она как будто бы как вампир, что ли, да? Она тянет жизнь. Она тянет жизненные силы, энергию тянет. Она может специально создавать ради какой-то, не знаю, собственной там значимости, либо своей же забавы, какие-то вам ловушки, какие-то капканы расставлять, да, вас туда загонять, потом типа, а я добрая, я тебе помогу. Вот я не могу вам четко сказать, что она делает, но то, что вот вся гадость в вашей жизни из-за нее, это 100%, мои хорошие. Потому что вы у меня тут из одной тюрьмы в другую переходите, да, из одного блока в другой переходите. И так вот, как лабиринт, в лабиринте вы ходите и бродите. Но женщина, вы на нее вообще никогда не подумаете. Уж слишком она в ваших глазах, да, слишком она хорошая. Либо, ну, как, знаете, как чары, да. Раньше говорили Мара. Вот, она навела это. Напустила этого тумана, может быть, часто себя хвалит, может быть, там говорит, там, вот я, если бы не я, ты там бы вообще где-нибудь там пропала, да, в подворотне. Врет. Если бы не она, вы бы жили хорошей, достойной и полноценной жизнью, моя хорошая. У кого-то, кстати, может отыграться на работе такая ситуация, да, может быть, ваша какая-то начальница, либо коллега там вас наедине нахваливает, и тут же за вашей спиной гадости вам делает. А потом говорит, ну, я помогу, чем смогу, вот ты мне там обязана, прочее. То есть неприятности идут все-таки от женщины. У кого-то, кстати, отыграется, что это родовой блок какой-то идет, прям родовой. Тут, кстати, серьезная ситуация, нужно вообще отдельно как-то посмотреть вам. Может быть, знаете, я еще вам посоветую, да, начать какие-то чистки делать, потому что мне не нравится то, что я вижу. Тема у нас хорошая, но вот то, что вышло, возможно, ваше время пришло, возможно. Но тут ситуация, она уже в разрезе, тут мужчина уже рядом с вами. То есть буквально вот несколько месяцев, да, и ситуация ваша разрешится. Так. Теперь давайте про хорошее поговорим. Плохое мы оставим. Я вижу, что оно уходит, туда ему и дорога. Просто потерпите чуть-чуть, моя хорошая. По-хорошему, чему обрадуется ваше сердце? Ну, тут в центре у нас идет подарок. Подарок, причем такой, знаете, светлый подарок. Большой подарок, светлый. У кого-то, девочки, отыграется как подарок судьбы. Собственная крыша над головой, дом собственный, где вы живете. Это ваше жилище. Может быть, вы всю жизнь там скитаетесь, никак свой угол приобрести не можете, либо найти свой угол. Вот идет домик. Причем домик, я так скажу, если домик, то небольшой, но очень уютный. Если квартирка, то тоже какая-то небольшая, но тоже очень уютная. Очень светлое какое-то пространство идет. И крыша, мне очень нравится крыша. Она настолько добротная, настолько она, ну вот, как стабильная может даже отыграться, да, что это ваше уже будет навсегда. Никто никогда, ни при каких условиях у вас вашу крышу не отберет. Ну, а у кого-то отыграется подарком. Подарком может быть тоже какой-то, знаете, прям внушительный какой-то подарок. Подарок, который вы даже никогда, не то чтобы не просили, вы даже об этом подумать не могли, да, чтобы вам подарили вот именно такую крупную. Ну, тут крупное что-то идет, да, крупная какая-то вещь, либо крупный какой-то подарок. У кого-то, кстати, мои хорошие, отыграется как большая сумма денег, которая, например, необходима на приобретение чего-либо, либо на лечение, может быть, на какая-то помощь, может быть, да, неожиданно на голову вам упадет. То есть вы там, не знаю, там сбились с ног в поисках там необходимой суммы там на лечение, на операцию, может быть, на какую-то ситуацию, да, вы
но голову уже себе сломали, где взять. И тут какой-то хороший человек, либо люди, либо организация, да, узнав о вас, о вашей беде, вам возьмут и дадут, да, либо проплатят вам это. То есть кому-то прям что-то грандиозное идет. Но сказать, что сердце обрадуется, ну, это мало. Это реально крохи. Это не тут и сердце, и душа. Тут все обрадуется, мои милые, потому что чуду никто, все ждут чуда, да, но никто к нему не готов. Вот и у вас, мои хорошие, и прям в центре идет. Это событие не за горами. Оно совсем скоро произойдет в вашей жизни. Так, дальше идем, мои хорошие. Тут, смотрите, мужчинка на лодочке плывет. Видите, он плывет к своей женщине. Правда, слева плывет направо, но все равно, девочки, пусть хоть так, но плывет к вам. Здесь у меня какая-то девушка ждет. Ну, на лодочке это какой-то странник, путешественник, заморский принц. Мужчинка издалека плывет. Все никак, он там через как бурю, сквозь шторм, все там плыл, барахтался, и паруса ему срывало, и днище у него там протекало, да. Но он все равно доплывет, мои хорошие, доплывет. Наступит этот прекрасный счастливый день. Наступит он в то время, когда вы меньше всего будете этого ждать. Мужчина просто вырастет, как гриб после дождя, на пороге у вас, понимаете? Вы дверь откроете, а там будет он. Тот, кого вы так долго ждали, тот, о ком вы так долго мечтали. Просто придет, позвонит в дверь, скажет: ну все, милая, вот я ваш, принимайте меня. Давайте будем вместе строить нашу жизнь и укреплять нашу любовь. Здесь такая ситуация проиграется, мои хорошие. Причем по поводу этого мужчины, тут немножечко, конечно, по времени, да, здесь время такое, может быть 3, может быть 6 месяцев. Но он таким прям сюрпризом в вашу жизнь ворвется. Так, это замечательно. Дальше, мои милые, у кого-то хорошая, благая весть идет. Это уже у нас с правой стороны. Это ситуация гораздо ближе. Это для тех, кто подавал какие-то документы, подавал какие-то прошения, аппликации. Может быть, на лицензии, может быть, на что-то вот законом регламентируемое, да, то есть какое-то вот от высших каких-то людей, от, может быть, организаций, либо госорганизаций, какое-то разрешение, может быть, кстати, на визу вы подавали, может быть, какой-то грант на обучение, да, вот вам придет ответ. Птичка уже рядом с вами, уже летит. Почему птичка задержалась? Ну, тут какая-то халатность произошла. А вы, когда получите это извещение, вам все станет ясно. То ли вам там извинительное письмо придет, да, будет объяснена причина, почему так долго, почему столько вы ждали. Но в любом случае, я вижу, что это будет прям, ну, самый светлый, наверное, день в году в вашей жизни. Настолько вот вы себя прекрасно почувствуете, потому что у многих из вас уже головушка склонилась, да, вы думаете, что, ну, значит, где-то мое прошение, либо мои документы потерялись, либо мне отказали, поэтому мне ничего не присылают. То есть, ну, как вы уже об этом не думаете. Вы руки опустили и смирились с тем, что вы ничего уже не узнаете. А тут, представляете, прилетает к вам эта птица. Мало того, что с положительным ответом для вас, так еще и с извинениями и объяснениями, а почему так произошло, почему такая ситуация произошла. Мои милые, тоже вот ситуация, кстати, это ближе намного, чем... Но это мужчина, да, потому что у нас хоть и внизу это, да, но с правой стороны. То есть это ситуация где-то, может быть, 2-3 недель, либо 2-3 месяцев. Вот так идет. Дальше, мои милые, здесь у меня парочка, видите, парочка. Здесь мужчина и женщина. Мужчина с завязанными глазами, мои хорошие. Завязанные глаза всегда говорят о каких-то изменах, обманах, либо о каком-то искаженном восприятии той ситуации, которая была. То есть я так предполагаю, что, может быть, мужчина ваш там где-то похаживал, погуливал, может быть, даже... Ну, разругались вы, да, разошлись вы с этим мужчиной, разругались. Ну, разные причины, да, разные могут быть причины. Я вижу, что вы, видите, друг другу руки подаете. Вы опять пара с этим человеком. И у него эта повязочка, она сходит с его лица. Вот, и вы, моя милая, такая счастливая. Вот прям улыбка у вас на лице. То есть здесь создание пары, но уже...
даже не то чтобы создание, это объединение пары, которая парой уже была, да, то есть людей, которые уже были вместе, но по вине мужчины, именно конкретно, вот слышите, по вине мужчины, из-за его какой-то глупости, либо недопонимания, либо какого-то искаженного восприятия информации, либо даже себя, да, эта пара расходилась, теперь опять объединяется. Мои милые, это будет замечательно. Так, еще очень важный момент, который я не могу не сказать. Здесь ребеночек идет. Ребеночек. Опять же таки, ребеночки у нас означают как маленьких младенцев, новых детей, которые приходят в мир, так и дело, которое родится. Значит, тут девушка вот с ребеночком получается. То есть она получает то, что хочет. Вот то, что задумала, то, что ей долго, например, не удавалось, либо не давалось. Может быть, вам сложно было забеременеть, может быть, вам сложно было открыть свое дело. Но я вижу, что все получится. Я вижу, что в момент, когда вы узнаете, например, о своей беременности, у вас, ну как, не радость будет, а наоборот страх. Страшно будет, что это, например, там вы тест делаете, да, и вам будет страшно, что вы сейчас обрадуетесь, а потом окажется, что тест показал ложную информацию. Либо если вы дело открываете, то есть вы оформите свою там компанию, допустим, и в первый момент вам будет страшно, а что я делаю, мое ли это дело, получится ли у меня. Это будет первый момент. А вот вторым моментом это придет вот та волна теплая счастья и радости в сердце. То, о чем мы все мечтаем, и то, чего мы ждем. Мои хорошие, мне песочек очень понравился, кроме вот этого первого момента. Но тут я уже сказала, да, тут нужно просто потерпеть и, знаете, почаще обращайтесь к Создателю, почаще обращайтесь к Боженьке, просите, чтобы вам немножечко, знаете, как помогли, облегчили, указали, да, вывели из этого вот состояния. Но мужчинка уже идет, он вас спасет. Все будет у вас, мои хорошие, хорошо. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.